Коми-край, красивый, богатый, северный Коми-край. А много ли знаем мы о нем? Сколько нас? Откуда мы появились? Давно ли живем на этой земле, именуемой сейчас Коми-республикой? Давайте запустим колесо истории и попытаемся разобраться. Когда-то, давным-давно, на заре времен, земли, на которой раскинулась республика Коми, не существовало. Что же здесь было? В наших краях простиралось теплое первичное море, часто называемое Сысольским. Это известно из результатов исследований ученых нашей республики. На территории нашей республики до сих пор находят чертовы пальцы, на коми-языке их называют гульчунь. Это ростер белемнитов. Белемниты – это вымершие головоногие моллюски, похожие на современных осьминогов и каракатиц, обитавших в морях 500 миллионов лет назад. В старину их использовали как тальк и антисептик. Прошли тысячи тысячелетий, сгинули одни виды животных и появились другие, неузнаваемо изменился растительный мир, а океан начал превращаться действительно в ледовитый. Жизнь здесь долго еще текла без влияния человеческого разума. Примерно 120 тысяч лет назад на территории Коми-края появились первые люди, древние первопроходцы. Начался каменный век. Человек постепенно стал осваивать земные пространства. Долг и труден был его путь на север. О существовании на территории нашей Коми-республики древнего человека свидетельствуют археологические находки. Около 30 тысяч лет назад существовала стоянка Медвежья пещера, находящаяся на территории Печоры-Илычского заповедника. 36 тысяч лет назад существовала стоянка Мамонтова курья на реке Усе, территория современного Интинского района. Около 30 тысяч лет назад существовала стоянка Бызовая на реке Печоре, территория современного Печорского района. 22 тысячи лет назад существовала стоянка Пымвашор в верховьях реки Аджвы, неподалеку от поселка Харута, территория современного Троицко-Печорского района. Проходил век за веком, люди осваивали новые хозяйственные технологии, меняли типы своих жилищ, научились выплавлять железо, усовершенствовались орудия труда. В середине первого тысячелетия нашей эры началась эпоха великого переселения народов. Так на территории Коми появились новые люди, новые национальности со своими обрядами и обычаями. В результате смешения народов сформировался народ древней Коми, пермяне и пермь-вычегодская, именуемых как коми-пермяне и коми-зыряне. Они населяли тогда Вычегду, Вымь, Вишеру, Сысолу, Лузу, Вятку и Каму. Первое упоминание о древних коми содержится в повести временных лет. Жили наши далекие предки-пермяне в разбросанных на большом расстоянии друг от друга маленьких поселениях на высоких берегах рек, где о безопасности позаботилась сама природа, занимались охотой, рыболовством, земледелием и позднее скотоводством, выращивали рожь и ячмень. В XI-XIII веках племена Коми становятся соседями карелов, вепсов и новгородцев. На территории Коми формируется два центра. На севере Старая Пермь в районе современного села Усть-Вым и на юге Пермь-Великая, вблизи городов Пермь и Чердынь, на территории современного Коми-Пермяцкого автономного округа. Коми-жители были язычниками, верили в существование водяных, леших, почитали животных и особенно медведя, поклонялись каменным и деревянным идолам, которые по их представлениям имели душу и находились в родстве с человеком. Для искоренения язычничества на Коми-земле в Пермь-Великую в 1379 году приходит с миссионерской деятельностью устюжский монах Стефан Пермский. Поднявшись вверх по течению Вычегда, Стефан обосновался в устье реки Вымь, где находилось главное капище язычников, возводит первую церковь во имя Благовещения Богородицы и закладывает городок. Ныне это село Усть-Вым. Усть-Вым становится центром христианизации и первой крепостью в Коми-крае. Там был насыпан вал, возведена стена и вырыт ров. Стефан строит церкви, открывает школы, ведет проповеди. Для чтения православной литературы на коми-языке создает свою азбуку – анбу. В ней насчитывалось 24 буквы, нарисованных Стефаном по образу русской кириллицы, греческих букв и коми-родовых знаков пасов. Ведет службы в церкви на коми-языке. Анбур используется до XVII века. В 1396 году после смерти Стефана Пермского прекращаются службы на коми-языке. Из-за незнания языка вновь пришедших монахов службы переходят на русский язык. Интерес к стефановской азбуке проявляется в Москве, где использовали для тайнописи, так как она была малоизвестной. Стефан Пермский причислен к лику святых. В Сыктывкаре в честь Стефана Пермского названа площадь и Свято-Стефановский кафедральный собор. В XV веке территория Коми присоединяется к Московскому княжеству. Воинственные соперники московского князя Василия II, князья Голицыны, посылают в Коми-край свое войско. Стремясь запугать местных жителей и заставить их принять свою власть, разорили и сожгли селения на Лузе, Сысоле, Вычегде и Выме. Только укрепленный Усть-Вымский городок врагам захватить не удалось. В XVI веке семья Строговых получает от Ивана Грозного во владение земли южных Коми, пермян. Из-за сильных поборов жителям Коми приходится бежать на север.
Так, в 1542 году на необжитой северной территории появляется Усть-Цилимская слобода, край богатый пушниной, рыбой и далекий от поборов, войн и потрясений. Привлекал народ и стал отличной приманкой для переселенцев. Сюда старались переселиться старообрядцы, те, кто не принял реформу Русской Православной Церкви. В 1891 году Усть-Цилима стала уездным городом, в 1929 вошла в состав автономной области Коми. Сейчас Усть-Цилима – центр уникальной по сохранности древней коми-культуры особой этнической группы Усть-Цилёмы. В 1567 году возникла Ижемская слобода. Коренное население Ижем складывалось из коми-зырян, русских и немцев. Ижемцы Ижватас – это представители особой этнической группы. Первоначально жили только охотой, рыбалкой и скотоводством, олени появились позже. Оленеводство ижемцы переняли у немцев. Немцы вели круглый год кочевой образ жизни, чтобы всегда был свежий корм для оленей, и использовали их только для своих нужд, а ижемцы придали оленеводству промышленный характер. Наладили заготовку мяса и замши, и продукцию стали распространять в крупные города – Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск, но, к сожалению, в конце прошлого столетия производство утратило свои масштабы. В XVII веке коми-жителям пришлось пережить испытания от матушки природы. Начались природные катаклизмы, наводнения, суровейшие зимы, заморозки летом, ураганные ветра, которые довели без того некрепкие земледельческие хозяйства коми-зырян в состоянии полной разрухи. Охотой и рыбалкой было не прокормиться. Неурожайные года длились не по одному году подряд. Начался страшный голод. В 1637 году на Сереговской горе, ныне село Серегово Княжпогостского района, Данил Григорьевич Панкратьев нашел месторождение соли и создал солеваренный завод. При заводе возник целый поселок из работников, пришедших на промысел. В 17 веке солеваренный завод стал одним из крупнейших заводов России. Он проработал до 2001 года и из-за нерентабельности закрылся. Но сереговская соль до сегодняшних дней приносит людям пользу. В 1929 году здесь заработал курорт «Водолечебница», первый на русском севере, который существует и в нынешнее время. Не обошлось без коми-жителей строительство северной столицы Санкт-Петербурга. В 1703 году по решению Петра I началось строительство Петропавловской крепости. Поначалу строительством занимались солдаты и крестьяне близлежащих территорий, но масштабное строительство требовало большего количества людей. Так на берегу Финского залива оказались коми-зыряне. Непосильные условия труда приводили работников к истощению, даже к гибели. К трудностям работы в болотистой местности добавлялись опасности нападения шведов. Северная война продолжалась. Между тем город рос, и уже в приказном порядке привозили людей на строительство. Так, в 1712 году вырос красавец-город, ставший более чем на 2 столетия столицей России. Черное золото, как говорят про эту жидкость сейчас, о нефти на территории Республики Коми впервые упоминается в Двинской летописи в XV веке. Начало ухтинскому нефтепромыслу, расположенному на реке Ухте и ее притоках, было положено в 20-х годах XVI века. В 1721 году Черепанов сыскал нефтяной ключ, который исходил с дна реки, а в 1742 году архангельский купец и рудознатец Федор Савельевич Придунов на этом месте основал первый промысел. Это был первый промысел нефти в России. В 1746 году на Придуновском промысле была добыта первая нефть. В честь Придунова в современной Ухте назван переулок и поставлен памятник. Коми народ славился искусными мастерами кузнечного дела. В середине XVIII века нашли несколько месторождений железной руды и открывают сразу 3 завода – Кажемский, Нючпасский и Нювчинский чугунолитейный завод. На заводах выплавляют чугун, железо, пушечные ядра, дробь, якоря, чугунный балласт для кораблей, а также из Санкт-Петербурга был дан большой заказ выплавить 263 листа железа для покрытия крыши Зимнего дворца. В 1896 году Сысольское чугунное литье было удостоено большой серебряной медали на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Со временем оборудование заводов устарело, продукция получалась дороже, чем у других заводов, и спрос упал. И в 20 веке все заводы прекратили свое существование. Во второй половине XVIII века появляется в Коми картофель. Петр I из Голландии привозит диковинный продукт, но коми народ к такому новшеству относится с подозрением, заявив о том, что народу велятся кормиться немецкими яблоками, а наш хлеб за море увозят. Посевы в Коми крае
как и во всей России, начались благодаря Николаю I, который в 1840 году повелел крестьянам повсеместно завести общественные посевы картофеля, а в 1842 году приказал издать инструкцию по выращиванию и употреблению картофеля и поощрять премиями отличившихся в его разведении. В Коми картофелеводством обширно стали заниматься только в 20 столетии. В 1814 году появляется первая школа в селе Серегово Книжпогостского района. В 1822 году открывается школа в Усть-Сысольске и Обьячево. В Усть-Сысольске школа располагалась на первом этаже колокольни Троицкого собора. Это территория нынешнего парка имени Кирова. Там располагался собор, который до настоящего времени не сохранился. Поначалу в школах обучали только мальчиков, а девочки учились дома. В начальной школе в течение 3-4 лет обучали писать, читать, считать и знакомились с Библией. Только в 1858 году в Усть-Сысольске появляется первая школа для девочек. Обучение было необязательным, поэтому школу заканчивали не все, так как нужно было помогать родителям по хозяйству и воспитывать младших братьев и сестер. Также обучение шло на русском языке, а многие коми-жители не знали русского языка, особенно сельские жители. Только в 20 веке во многих начальных классах стали учить на коми-языке. Тот, кто хотел продолжить учебу после начальной школы, мог поступить в высшее начальное училище. Их было в Коми 7 учреждений. Учились там 4 года и платно. В 1905 по 1909 год в Усть-Сысольске работали учебные заведения для взрослого населения, мужская и женская воскресные школы, где занятия шли только по воскресеньям. В 1830 году в Усть-Сысольске открывается первая почта, отделение связи. Располагалась на улице Спасской, ныне улица Советская, напротив пожарной каланчи. Служили в почтовом отделении 3 почтальона и доставляли почту на лошадях. Сначала из Великого Устюга, потом из Яринска. В 1872 году появились почтальоны, которые развозили почту по селам и деревням строго по расписанию и в определенное время. Для отслеживания времени почтальонам выдавались часы и револьвер для защиты от разбойников. В дороге были специальные станции, где можно было почтальону заменить уставшую лошадь и двигаться дальше. Основными дорогами в Коми-крае была река. В 1864 году, благодаря купцу-меценату, золотопромышленнику, писателю и исследователю Сидорову Михаилу Константиновичу в Коми-крае появляется первый пароход. Он купил построенный в Англии двухвинтовый железный пароход, который был доставлен в верховье реки Камы, а оттуда волокушей перетащен в верховье Печоры и отправлен в плаванье. Сидоров намеревался организовать пароходное сообщение по всей Печоре, но, к сожалению, разорился, и его мечты не сбылись. Только в 1881 году открывается движение буксирного парохода, тянущего баржу с грузом, благодаря купцу Суслову. В 1932 году было организовано Печорское речное пароходство. Так по рекам Коми-края стали ходить пароходы. В 1859 году торговец Латкин Василий Николаевич совместно с Сидоровым создает Печорскую компанию для заготовки и сплава леса и экспорта его за границу. Отправляли лиственницу в Лондон, Бордо, Нант. Позднее Печорская компания обанкротилась. В 1923 году устанавливается первая приемопередающая радиотелеграфная станция, а в 1925 году поступил первый простейший приемник. Одними из первых приобщились к радио жители села Сторожевск Кировского района. В 1931 году по радио прозвучало первое выступление на коми-языке. В 1925 году жители Усть-Сысольска впервые увидели самолет. Гидроплан приводнился на реке Сысола. Первое время самолеты садились только на лед или воду. 29 ноября 1929 года была организована авиамаршрут Архангельск-Котлас-Усть-Сысольск. Эта дата отмечается как день рождения коми-авиации. Регулярное авиасообщение в Коми-крае появилось только спустя 5 лет. В 1930 году на льду реки Сысола вблизи местечка Париж совершил посадку первый самолет с пассажирами. В 1934 году на этом месте обосновался аэропорт.
Еще в 1929 году началось первое строительство железной дороги в Коми. Предполагалось соединить Усть-Сысольск рельсовым путем с Пенюгом, станцией на железной дороге Вятка-Котлас. Но, к сожалению, стройку заморозили из-за более важной стройки Беломоро-Балтийского канала. Часть проложенных путей пришлось разобрать. Это была первая замороженная стройка в Коми. От первой стройки железной дороги осталась насыпь в селе Вильгард. В 1937 году приступили к строительству железной дороги. Строили ее, как и все другие объекты того времени, силами ГУЛАГа, сформированных на территории Коми-края в период сталинских репрессий с 1929 по 1960 год. К столице Республики Коми дорогу стали прокладывать в 1958 году. В 1960 пришел первый товарный поезд, в 1961 первый пассажирский поезд. Не обошло стороной наш край Первая мировая война, революция, гражданская война и Великая Отечественная война. В 1921 году образуется Коми-автономный округ, в 1928 году образуется Коми-автономный Пермский округ, в 1936 году образуется Коми-АССР, в 1990 Коми-СССР, в 1992 образуется Республика Коми. Историческое прошлое Республики Коми интересно, богато и разнообразно.